Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это калаурай – желательное наклонение глагола. Желательное наклонение глагола выражает желание говорящего или его возможное желание. Например, «мне хочется пить». Здесь выражается желание человека, то, что он хочет пить. Или следующий пример. Она хочет купить новый телефон. То есть у нее есть определенные желания. Способ образования желательного наклонения глагола следующий. К основе глагола мы прибавляем аффиксы «г», «г» и «к», «к». После этого мы прибавляем притяжательные окончания. После притяжательных окончаний идет вспомогательный глагол «келю». И мы его должны поставить в нужном времени, то есть либо в настоящем, либо в прошедшем, либо в переходном. То есть какое предложение мы хотим составить, в том времени мы должны использовать данный вспомогательный глагол. Суффиксы «к», «к» прибавляются после глухих согласных к основе глагола, а суффиксы «г», «г» прибавляются во всех остальных случаях. Здесь следует помнить то, что во втором и третьем лице множественного числа перед притяжательными окончаниями добавляются окончания множественного числа, такие как лар, лер. Итак, разберем глагол демалу – отдыхать. И в данном примере я буду использовать переходное время глагола. Основа глагола у нас будет звучать как демал. Далее мы прибавляем суффикс желательного наклонения, в данном случае твердое «х», так как основа у нас твердая. После этого мы прибавляем притяжательное окончание «м», так как мы используем первое лицо. Предложение будет звучать «менын демалхам келеды». Перевести это можно как «мне хочется отдыхать» или «у меня есть желание отдыхать». То же самое происходит и в остальных лицах. «Сенын демалхам келеды» – тебе хочется отдыхать или у тебя появилось такое желание отдохнуть. «Сыздын демалхыныз келеды» – вам хочется отдыхать. Оның демалғысы келеді, ему или ей хочется отдыхать, то есть у них появилось такое желание. И то же самое происходит во множественном числе. Біздің демалғымыз келеді, нам хочется отдыхать. И далее обращаем внимание на второе лицо множественного числа. Здесь у глагола появляется окончание множественного числа, которое прибавляется после суффиксов желательного наклонения. Окончания множественного числа показаны оранжевым цветом. Сендердің демалғыларын келеді. Вам хочется отдыхать. Сіздердің демалғыларыңыз келеді. Вам хочется отдыхать. И олардың демалғылары келеді. Им хочется отдыхать. То есть помимо того, что мы используем желательное наклонение, в конце предложения у нас стоит вспомогательный глагол «келю». В данном случае в этих примерах мы использовали переходное время, и поэтому он у нас стоит в данном времени. То есть по вспомогательному глаголу мы и определяем, в каком времени происходит наше действие. Также еще есть и вторая форма образования желательного наклонения. Данная форма обозначает просьбу с оттенком желания. То есть выражение желания идет от первого лица, как в повелительном наклонении. То есть у нас совмещается как бы и просьба, и желание. Данная форма образуется следующим образом. К основе глагола у нас прибавляются суффиксы «гай» – «гей» и «кай» – «кей». После этого прибавляются личные окончания. Итак, рассмотрим следующие примеры. «Ты книгу прочитай». В данном случае у нас идет как бы и просьба к человеку, и в то же время мы выражаем как бы свое желание, чтобы он эту книгу прочитал. Сен кітап оқығайсың. То есть мы здесь, как видим, используем глагол оку – читать, прибавили к основе глагола суффикс гай, и после этого прибавили личное окончание второго лица сын. Так как основа глагола у нас твердая, поэтому и суффиксы желательного наклонения у нас твердые, и личные окончания тоже твердые. То же самое происходит и в следующих примерах. Вы лекарство выпейте. Мы как бы изъявляем и просьбу, и в то же время это у нас желание. Сіз дәрі ішкейсіз. То есть здесь мы используем глагол ишу – пить. Так как основа глагола у нас заканчивается на глухую согласную ш, в данном случае мы используем глухой суффикс кей. Так как основа глагола у нас еще и мягкая, поэтому и мягкий суффикс мы в данном случае используем. И также прибавляется мягкие личные окончания второго лица сіз. Глагол звучит «ішкейсіз», а предложение звучит в целом «сіз дәрі ішкейсіз». Вы лекарство выпейте. И последний пример «Вы меня здесь ждите». Это у нас и просьба, и как бы и желание. В данном случае мы используем глагол «күту» – «ждать». Основа глагола заканчивается у нас на глухую согласную «т», поэтому в данном случае мы используем суффикс желательного наклонения «кей». Так как основа глагола у нас мягкая, то и суффикс также мягкий. И предложение звучит «сіз мені осында
cases. Вы меня здесь ждите. Ну а на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.